Что принес башкирскому народу 2024 год? Ничего хорошего. Ну или почти ничего хорошего. Некоторые из этих событий вам покажутся давно минувшими. Однако они произошли в течение последних 365 дней. В январе 2024 года в городе Баймак, Республика Башкортостан, прошли массовые протесты, вызванные приговором национальному активисту Фаилю Алсынову. По заказу из Москвы Ради Хабиров совместно со Следственным комитетом России должны были избавиться от активиста, защищавшего интересы народа и самой Республики Башкортостан. Рядовое и уже такое привычное для российской судебной системы дело по отправлению за решетку неугодных активистов обернулось массовыми протестами. Самыми массовыми в России с начала войны в Украине. Более 5000 человек вышли к зданию суда в маленьком 16-тысячном городке Баймак. Стянув все имеющиеся силы ОМОНа и Росгвардии, силовики занялись своим привычным делом – провокациями и избиениями, опуская дубинки на головы обычных баймакских бабушек. Испугавшись того, что башкиры вновь начали защищать себя и свои земли, Москва развернула маховик репрессий на полную. Более 80 человек были арестованы по совершенно надуманным предлогам и этапированы в соседние регионы, туда, где больше никто не мешал бы Кремлю творить свой судебный произвол. Не считаясь с последствиями, Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алсынова к 4 годам колонии общего режима, а людей, вышедших на его защиту, к еще большим срокам. Совсем молодым парням дали до 8,5 лет. Двое были убиты, еще несколько человек остались инвалидами. Этот год нам всем запомнится началом самого крупного этноцида башкирского народа со времен Голодомора и Второй мировой. По данным на декабрь 2024 года, Башкортостан занимает первое место среди российских регионов по числу подтвержденных потерь в войне с Украиной. Только за этот год более 4000 мужчин из республики погибли за интересы Москвы и Путина. И это только вершина айсберга, так как не учтены пропавшие без вести и реальные потери, которые мы узнаем очень нескоро. Колониальные власти в лице Хабирова пачками упаковывают свежие батальоны, называя их именами наших народных героев и намеренно пороча историю Башкортостана. Возвращаются на родину эти батальоны также упакованными, но уже в черные пакеты. Башкортостан также лидирует по числу погибших добровольцев. Около 38% от общего числа погибших из республики ушли на фронт добровольно, что почти в 2 раза превышает средний показатель по России. Но что это за добровольцы? Доведенные до нищеты жители когда-то процветающего и богатого региона, потерявшего остатки какого-либо суверенитета, едут захватывать действительно суверенную страну ради интересов империи, которая и довела их до нищеты. Мы вновь призываем башкортов и народ Башкортостана перестать ехать в Украину. Кем бы вас ни зазывали, строителем или добровольцем, вы все равно окажетесь на передовой в качестве пушечного мяса. Вы будете нужны своей настоящей родине – Башкортостану. Но это не все, в чем лидирует Башкортостан. Республика вышла на первое место по количеству политических заключенных. К незаконно осужденным Айрату Дильмухаметову, Фаилю Алсынову, Рамиле Саитовой, Рустаму Фарилиддинову, Ольге Комлевой, а также к многим десяткам баймакских узников прибавился и Марат Шарфуддинов. После допросов, избиений и помещения в психиатрическую клинику его приговорили к 9 годам колонии по знаменитому Кармаскалинскому делу. Уничтожая народ Башкортостана, его язык, культуру и природу в угоду Кремлю, Ради Хабиров наконец выбил себе индульгенцию у Путина и выторговал себе новый срок на посту главы региона. Что именно Башлык должен отдать Москве за право посидеть у руля еще 4 года, мы не знаем. Однако, видя его рвение по уничтожению Башкортостана, можем предположить, что потребовали у него намного больше, чем за весь его предыдущий срок. К концу года мы получили очередной подарок из Москвы и лично от главы Следственного комитета Бастрыкина, который действует, разумеется, с дозволения Путина. Этим подарком стала русская община, которая вылезла из забытия. Казалось бы, прошло столько лет с тех пор,
как во главе русских маршей бегали Рогозины и Навальные. Но Кремль решил сдуть пыль со своих ручных нацистов на фоне тех разговоров о независимости, которые стали усиливаться в колониях. Вдобавок ко всему, русской общине дали приятный бонус – вседозволенность и абсолютную защищенность от преследований. В итоге в какой реальности мы живем? С одной стороны титушки, спокойно разгуливающие по улицам Уфы, делающие фото с флагами, запрещенными имперскими, на которых надпись «Мы русские, с нами Бог». И с другой стороны обычные 17-летние парни, которые заставляют этих титушек извиняться. Но по итогу этих 17-летних парней берут под стражу, разумеется, выбивают с них показания, не пускают к ним родственников. Хочется задать вопрос тем татарам и башкортам, которые сейчас воюют в Украине. Вы точно воюете в правильном направлении? Вы точно нашли там нацистов? Произошло ли что-то хорошее? Несмотря на то, что этот год покрыт сплошь негативными событиями, есть и позитивные. Наконец, у народа Башкортостана появился омбудсмен. Нет, не тот, который сидит в Уфе, отчитывается перед правительством и очень тщательно закрывает глаза на любые нарушения прав человека. Нет, появился настоящий омбудсмен, который будет представлять башкир в международных правозащитных организациях, оказывать правовую помощь тем, кто бежит от репрессивной системы или пострадал от нее, но и фиксировать все преступления пособников режима в Башкортостане. Ведь когда-нибудь все они захотят снять свою нацистскую форму и влиться в ряды нормальных людей. Всем этим будет заниматься первый независимый омбудсмен башкирского народа Айгуль Леон. И еще одно позитивное явление. В Башкортостане в этом году в геометрической прогрессии росло число людей, поддерживающих идею независимости от России. Это заслуга не только башкирского национального движения. В немалой степени это заслуга абсолютно тупых действий Москвы и колониального правительства Башкортостана, которые принесли нам больше сторонников, чем мы могли бы представить. Возможно, нам стоило бы сказать им за это спасибо, но мы не будем. Это был самый тяжкий год для башкир и других народов, населяющих республику. Москва уже не скрывает своих намерений по уничтожению и подавлению своих колоний. Нет никаких оснований полагать, что 2025 год будет лучше. Но именно это должно заставить нас всех задуматься, что только независимость Башкортостана сможет спасти башкирский народ от горя и бед, что несет нам империя под названием Россия. Что вы можете сделать? Не подписывайте никаких контрактов. Не поддавайтесь на провокации. Внимательно следите за своей безопасностью в интернете, особенно если вы находитесь в России. Обсуждайте со своими надежными друзьями и близкими неминуемый крах Российской империи и, как следствие, независимость Башкортостана. Берегите себя и своих близких. Так мы сбережем нашу республику и сохраним башкирский народ.